Пожалуйста. Девушка, можно вас? Добрый день, минуточку. Спасибо вам, до свидания. Мне розы нужны. У свекрови юбилей, только нужно выбрать посвежее. Ну, конечно. Сейчас подберем. Только я так понимаю, что ничего толкового здесь не будет. Вы же торгуете цветами не первой свежести. Ну, зачем же вы так? Эти розы сегодня привезли утром из оранжереи. Они очень свежие. Вы что, думаете, что у меня глаз нет? Я прекрасно вижу. Это мусор. А стоит ого-го. У нас есть другой сорт роз. Он подешевле. А на что вы намекаете? Что я не могу себе позволить нормальные цветы? Девушка, вы успокойтесь и внятно объясните, чего хотите. Будем мне хамить. Ну тогда живо зови директора и давай книгу жалоб. Здравствуйте. Здравствуйте. Какие-то проблемы? Это у вас проблемы, дорогуша. А в чем, собственно, дело? Понабираете невесть кого с улицы. Только что умеет хамить клиентам. Ну, хоть понятно, в кого ее сынок, такой же наглый. А при чем тут мой сын? А ты не понимаешь? Мой Матвей в команде уже 2 года. А твой без году недели уже нос задрал. Если ты думаешь, что можно вилять хвостом перед нашим тренером, а он так раз и твоему сынку зеленую улицу даст, не мечтай. Мы, родители, этого не допустим. А на вашем месте я бы ее уволила. Ну, можно же так всем клиентам хамить. Значит так. Пока ты не на моем месте, рот закрыла и ушла. Чтоб дорогу сюда забыла, поняла? Что? Ой, простите, пожалуйста. Всего хорошего, дорогуша. До свидания. Это кто? Первый раз вижу. Но, судя по всему, это мама мальчика из команды. Они с Никиткой недавно поссорились, они даже подрались. Ой, спасибо тебе большое. Да, все, забудь. У талантливых людей всегда куча завистников. А Никитка твой талант. Так что держись. То ли еще будет. Ин, а давай мы что-нибудь эдакое соорудим на витрину? Пусть народ знает, что мы можем. А давай. Как же я Тайке благодарна, что она тебя нашла. И я рада с тобой работать. А что мы Тае подарим на день рождения? Ну, что-нибудь романтичное. Она же у нас любительница романов. Здравствуйте, Тая. Здрасте. А Инны нет? А я скорее к вам. Ко мне? Да, Тая, скажите, у вас не найдется молотка и отвертки? В доме у моих родственников мебель старенькая. Хотел отремонтировать. Вот, а я же, кроме вас, сына, здесь никого не знаю. И магазин хозяйственный на ремонте. Он уже 3 года на ремонте. Ну, я сейчас погляжу. У моего бывшего были где-то инструменты. Он так сбежал, все бросил. Сейчас. Хорошо, спасибо, Тая. Ой, свет пропал. Да, похоже на то. Так, а что делать-то? У
У меня ж там пирог и холодильник разморозится. А электрик, он только завтра придет. Да, вы не переживайте, сейчас попробуем все исправить. А вы и в этом разбираетесь? Ну да, как любой нормальный мужчина. Может, там что-то выбило? Сейчас посмотрим. Так. Видимо, что-то с проводкой. О, какое у вас здесь богатство. Да. Ну-ка. Сейчас мы проводку прозвоним и найдем поломку. Спасите меня, пожалуйста, у меня там пирог. Да не переживайте так. Спасибо. Не переживайте, сейчас все наладим. Ну как? Не слишком для нашей глуши? В самый раз. Ты такая красавица. Ну, с тобой определенно нужно что-то делать. Держи. Садись. А зачем? Творчеством займусь. Буду делать из тебя королеву. Спасибо, я этого не люблю. Ну, не понравится, умоешься. Давай, а? Ну ладно, давай только без фанатизма, ладно? Ну, это как рука художника пойдет. Ну что, Да пока ничего-то. что делать-то? Да не переживайте вы так, будет у вас свет. Отрицательный результат сужает область моих поисков. Я очень на вас надеюсь. Идите, занимайтесь своими делами. Свет появился. Ну что, работает? Вы мой спаситель. Спасибо большое. Оставайтесь на ужин. У меня сегодня день рождения, скоро и на гости придут. Я вас поздравляю, только, честно говоря, как-то неудобно без подарка. Да ну вы что, если бы не в этом, вообще в темноте праздновали. Так что считайте, что свой подарок я уже получила. Хорошо, договорились. Привет, Никит. Никит, а у тебя сегодня что, тренировки не было? Нет, я на футбол больше не хожу. Опять что-то стряслось. Очень сложный мальчик, я не с ним. Ой, как непросто. Трудно мальчишку одной воспитывать, да. Сейчас пойду узнаю, что случилось. Никит, можно к тебе? Ты что там про футбол говорил?
Ничего. Скажи мне, ты серьезно решил бросить? Да. Почему? Потому что я лишний в команде. Это ты сам так решил? Нет. Меня команда не принимает. Никита, у тебя какая любимая команда? Ну, Барса. И у меня. А ты знаешь там такого игрока? Эрика Абидаля. Так вот, он когда в команду пришел, его многие не приняли. Но он сумел переломить ситуацию и стать одним из самых нужных игроков. И знаешь, даже когда несколько лет тому назад он серьезно заболел, и ему понадобилась операция, то все ребята вышли на поле в футболках с надписью «Все будет хорошо, Абидаль». Они даже посвятили ему победу. Никит. Вот так вот сдаваться и руки опускать, это проще простого. А собраться и противостоять ударам судьбы, это для настоящих мужиков, понимаешь? Ты подумай об этом на досуге. Договорились? Дай 5. Ну и улыбнись, футболист. Здравствуйте. Здрасте. Ма, какая ты красивая. Спасибо, сынок. Ну что, Тая, пойдем поздравлять? А можно я не пойду? У меня вон уроков полно, и надо подумать кое о чем. Ну, хорошо. Ну, раз вы остались без кавалера, я, с позволения Никиты, вас провожу. Никит, ты не против? Нет. Ну, я переоденусь сейчас, минуточку, хорошо? Хорошо. Yo, just will fly away and I'll go home. Так. Вот. Как вкусно. Это новый рецепт? Да, сама придумала. Таечка, это от нас с Инной. Пусть твоя жизнь будет такой же яркой, разнообразной и необычной. Спасибо. Боже, какая красота. Прям как на выставке. Кать, мне кто-то сказал, что у тебя новая мастерица появилась. А вот и она, наша Инна-искусница. Здрасте. Тая, ну, с днем рождения. Это от нас с Никиткой. Он очень извинялся, что не смог прийти. Уроки. Спасибо, я ему обязательно что-то вкусненькое занесу. А это Алексей. Здравствуйте. Если бы не он, сегодняшнего праздника не было бы. Присаживайтесь. Проходите, сейчас я вас со всеми познакомлю. Итак, Маша и Лиля, мои подружки. Очень приятно. Катя, ну вы знаете, Саша. Приятно познакомиться. Взаимно. Ну что, засыпайте, а то остынет. А какой очередной героический поступок вы совершили? Тая преувеличивает, я просто починил проводку. Тост. Так как я дольше всех знаком с именинницей, Таисия у нас женщина особенная. Новую книжку почитать принесет. И последние городские новости расскажет. А уж насчет готовки, тут ей нет равных. Если бы не Тая, жить было бы скучно и невкусно. С днем рождения, Тая. С днем рождения! Спасибо. Смотри, Алиска, вот этот вроде ничего. И охота тебе с Максом ехать. Тут Макс. На отдыхе Макс. А что в этом плохого? Да, в общем-то, ничего, конечно. На безрыбье-то. Ой, можно подумать, у тебя прям толпы поклонников. Кстати, а как там твой Алексей поживает? Да нормально на все. Правда? Что-то я его рядом с тобой ни разу не видела. Работает человек, потому что. В отличие от твоего бездельника Макса. Кстати, нужно ему позвонить.
Давай, давай. Смешно. Алексей, а как ваш подопечный? Вы про кота? Про него тоже. Это кошка, а не кот. И очень своенравная кошка. Не захотела с нами общаться и сбежала под диван. Даже спасибо не сказала. Ну, а если серьезно, то хозяин Пушинки уже дома. С ними все в порядке. Думаю, ему просто повезло, что вы рядом оказались. А я сегодня убедилась, что у Алексея вообще дар появляться вовремя. Если бы не он, сидели бы мы сейчас при свечах. Темнота, как говорится, друг молодежи. А теперь танцы. Включай музыку, именинница. Сейчас. Может, присоединимся? Ну что, не спешит он с тобой поболтать? Говорю же, он постоянно на работе. И сейчас тоже явно на каком-то задании. Интересно, это его задание блондинка или брюнетка? Ой-ой-ой, какие мы остроумные. Да, Лёшка непростой. Не Макс какой-то. Но ты же меня знаешь. Если я решила, то своего добьюсь. А спорим? Давай. На что? Если выигрываю я, то мы едем в Венецию на выходные за твой счет. И без Макса. Так. Но если ты, за мой. И там отхватим себе по роскошному итальянцу. Гондольеро? Дух. И пошлем нафиг твоего Лёшу и моего Макса. Идет? Пам-па-бам-па-бам-па-бам, пам-па-бам-па-бам. Не спишь? Та тебе пирог передала с вишней. М? Ты о чем думаешь? О Берике Видале. Ну, игроки Барсы. И мне дядя Лёша рассказывал сегодня его историю. И знаешь, ма, я так подумал, все-таки я вернусь в команду. Иначе ребята подумают, что я слабак. Какой же ты у меня взрослый. И, мам, дядя Лёша, он, короче, нравится мне. Да? Ну, он интересный человек. И жутко умный. Ну, надо же. Черт. Здравствуй, милый. Есть будешь? Нет, не хочу. Ты вчера так поздно пришел? С Львом Евгеньевичем до ночи наши вопросы решали. Без толку все. Тебе так не удалось договориться с ним об отсрочке? Чего же удалось? Целых 10 дней дал. И ни минуты больше. Сволочь. Если не продадим Алиске на акцию, можешь заказывать мне похоронный венок. Не говори глупостей. Все будет хорошо.
Что слышно от Алексея? А ничего интересного. Сидит там. Непонятно, чем занимается. Доклады, не доклады, так отмазки какие-то. Что все это может значить? Если бы я знал. Может быть, эта женщина вообще не Татьяна. Это что? Это детские фотографии Олега. Сравни с этим, Никитой. Одно лицо. Ты так бережно хранишь детские фотографии первого мужа? Смеешься, да, Алиска? Олег, если ты помнишь, ее отец, и она его очень любила. Ну ты что, до сих пор ревнуешь меня к нему? Да ну что за ерунда? Значит, вероятнее всего, это Татьяна. Чего ж тогда Леша голову морочит? Может, он решил потянуть время и срубить с нас побольше денег? Может. А может, с ней сговорился. Если сын наследник, она будет управлять немалыми деньгами. Возможно, она могла его просто перекупить. Ну, тогда и мы не будем сидеть сложа руки. Платон, это я. Слушай, завтра заскочи ко мне. Есть дело. При встрече объясню. Давай. Ну что, куда пойдем? В парк? Нет. Я приглашаю тебя на романтический ужин при свечах. Лёш, честно говоря, я не очень люблю рестораны. Никаких ресторанов. Я приглашаю тебя к себе домой, а ужин я приготовлю собственноручно. Ты умеешь готовить? Обижаешь. Малакский салат и паэлья – мой конек. Ты даже узнал, какую кухню я люблю. Кто нашептал? Катя? Нет. Просто интуиция. Ну так что, пойдем? Я только забыла Никитке. Обещала помочь с контрольной. Давай так, я сейчас домой пойду, помогу Никите с английским, накормлю его, ложу спать. Приду к тебе. Хорошо. Я буду ждать. Всем привет. Салют. Как дела? Я тут хотела спросить. Наконец-то ты вспомнила, что у тебя есть родители. Даже если бы я и хотела об этом забыть, ты бы мне все равно напомнила. Девочки, давайте не ссориться. Можно же спокойнее разговаривать. Можно. Но она же первой начала.
Прости, детка. Я погорячилась. О чем ты хотела спросить? Виталик, а куда пропал этот твой Леша? Какой Леша? Ну, Алексей, который у Виталика в адвокатском бюро работает. Бывший следак. Ну, допустим, в командировке. Тебе зачем? Может, соизволишь объяснить, зачем тебе вдруг понадобился? А может, я влюбилась? Влюбилась. Бывшего мента. Да, что? Тебе что-то не нравится? Не нравится. Началось. Я у себя. Знаешь, а меня теперь мало интересует, что тебе нравится, а что нет. Я совершеннолетняя. Я тебя теперь вообще не завешу. Что хочу, то и делаю. У меня есть свои деньги, поняла? Ну, послушай. Это моветон. Заводить роман с обслугой. Ну ты же вышла замуж за обслугу. Виталик, насколько я помню, на тебя работал. А потом ты променяла папу на него. Козырного туза на шестерку. Дрянь! Свечи. Необычный чай. Мне так уютно и тепло давно не было. Я старался. У тебя получилось. 10 лет жила как в тумане. Я о тебе совсем ничего не знаю. И я тебе ничего не знаю. Так это неудивительно. У каждого из нас была своя какая-то отдельная жизнь. Да, была. Но это было раньше. А сейчас я хочу все о тебе знать. Родители у меня умерли рано, когда я была маленькая. Сначала папа заболел, потом мама. Воспитывала меня бабушка. Мы жили не в достатке, но в любви. Я хорошо училась в школе. Потом поступила в институт. А потом бабушки не стало. И я себя чувствовала самым одиноким человеком на свете. Ну, у меня появилась работа в большом банке референтом владельца. И тут, мне кажется, случилась любовь с первого взгляда. Моя жизнь в сказку превратилась. А дальше? Дальше сказка закончилась. Он погиб. Я чуть с ума не сошла. Мне казалось, что у меня больше нет. А потом Никитка родился, наш сын, и он мне дал силы выжить. Прости. Скажи, а как твой муж погиб? А он не был моим мужем, мы не успели расписаться, и... Да это давно было, 10 лет назад. Лёша, ты как жил? Мои родители развелись, когда я был маленький. Отец ушел в другую семью. Мы редко виделись. Мама
Мама ушла год назад. Сердце. Что я? Я учился. Потом женился. Как сейчас понимаю, не по любви, а так, знаешь, под настроение. Потом развелся, работал. А вот приехал сюда и встретил тебя. Холодно как-то. Так, хорошо. Спасибо. Вау. Так вот ты где. Не так уж ты и далеко. Что? Что-то не так. Все так. Просто я не думала, что когда-нибудь еще это почувствую. Что? Счастье. А почему от счастья так тихо? О счастье надо кричать. Боюсь спугнуть. Трусих. Как же хочется, чтобы это никогда не заканчивалось. Не закончится. Верь мне. Да, Виталий Леонидович, слушаю вас. Да, спасибо, это очень важно для меня. Да, очень странно. Уже звоню. Привет. Доброе утро. А что за разноцветные бабочки порхают над тобой? Бабочки? Да, да, стая, смотри, вот. Я не знаю. Я тебя такой никогда не видела. Да я сама себя такой уже 100 лет не видела. Виталий Леонидович, я не смог дозвониться, надо ехать. Да, мне придется прервать командировку. Да, спасибо. Добрый день. Здравствуйте, Леша. Кофе горячий, булочки теплые. Спасибо. Я надеюсь, они не остынут, пока я буду делать заказ поставщикам. Привет. Привет.
Я соскучилась. Я тоже. Хорошо. Как дома? Никитка ничего не заметил. А Тайна меня так подозрительно смотрела. Ты ее боишься? Нет. Я боюсь только, что сказка закончится, и все. А помнишь, что я тебе вчера говорил? Ничего не бойся. Все будет хорошо. Я тебе верю. Зайдешь за мной после работы? Прости, не могу. Надо уехать. Срочное дело. Ну, раз срочное дело. Но я очень быстро вернусь, ты даже не успеешь заметить. Алло. Hello, Ладуся. Привет, подруга. Какие у нас планы на вечер? Ну, о твоих планах мне ничего не известно. А лично я уже в другом городе. Где это? Здесь такая глушь, ты даже себе не представляешь. Зато теперь держись, детка. Я точно выиграю наш спор. Это что, тебя твой суперкоп позвал? Да нет, он даже не догадывается, что я здесь. Я вычислила, где он находится по геолокации в его телефоне. Но ты представляешь, какой будет сюрприз? Ну ты безбашенная. М. Эй, Алиска. Ау, ты меня слышишь? А я перезвоню. Ладно, пока. Пока. Ладно, иди. Милый, наконец-то я тебя нашла. Алиса, ты что здесь делаешь? Здравствуйте. Я невеста Алексея. А вы кто? Алис, ты что несешь? Прекрати немедленно. И не стыдно вам на чужое зариться? Я, между прочим, ребенка от него жду. Понятно. Инна, подожди. Инна, ты чушь какая. Это полный бред. Не трогай меня. Инна, открой дверь. Да бесполезно. Она не станет тебя слушать. Откуда ты свалилась на мою голову? А я всегда получаю то, чего хочу. Чего бы мне это ни стоило. Бестолковая, взбалмошная девчонка. Да, Виталий Леонидович. Лёш, мне Кристина сказала, что Алиса взяла свою машину, к тебе поехала. Как только явится? Явилась, да, собственной персоной. Ах, вот как. Вот дает. Лёш, ты все равно сюда едешь. Я тебя прошу, хватай ее за шиворот, бросай в машину, сам за руль и вези домой. Кристина по потолку ходит, понимаешь? Хорошо, еду. В машину садись. Садись в машину. Ремень пристегни. Инуся, не делай поспешных выводов. Это все смахивает на какой-то спектакль. Да какая разница? Да и как могло быть?
А на вранье счастье не построишь. Можно я домой пойду? Конечно. Ин. Все образуется. Тая! Тая, ты где это взяла? Тая! Что? Тая! Ты случайно не знаешь, откуда это взялось в моей комнате? Знаю. Откуда? Это я положила. Это ты. Но это случайно так получилось. Я увидела эту фотографию в газете. И сразу узнала девушку. Ее паспорт лежал у тебя в шкатулке. Ты что, в моем шкафу рылась? Вообще-то это и мой шкаф тоже. Если ты помнишь, там были вещи бывших жильцов. Хотела их забрать, вот и случайно наткнулась на эту шкатулку. А шкатулка сама взяла и открылась, да? Что это за документы? Кто эта девушка? Она на тебя похожа. Да сестра, это моя младшая, она погибла 10 лет назад. Значит, я все правильно сделала. Что ты сделала? Что ты сделала? Позвонила по номеру, который был в этой газете. Раз ты ближайшая родственница, значит, получишь наследство. Господи, ты что? Ты по номеру позвонила? Но это ведь наследство. Что они ответили? Ничего. Там был автоответчик, я им все сказала, что знала, адрес оставила. Между прочим, от вознаграждения сразу же отказалась. Тая, ты что наделала? Это деньги. Вы с Никитой сможете зажить совсем по-другому. Когда это было? В тот день, когда газета пришла. И тебе ни разу не позвонили? Нет. Только сразу же объявился Алексей. Инна! Инна! Да. Алло. Что? Там Лёша. Этого не может быть. Я так и знала. Что ты знала? Я не хотела тебе говорить, но теперь, наверное, это важно. Я сегодня узнала, он никакой не родственник Лемешка. Он у них дом снимает по объявлению. Папа. Вот, капучинку тебе принесла. Ну, мы так и будем всю дорогу молчать. Скучно же. Луну найдешь себе в другом месте. Ну, подумаешь. Я просто хотела пошутить. Шутила. Ты хоть представляешь себе, что ты натворила? Да ладно тебе. Если любит, простит. Алис, послушай меня. Скажи, что ты хочешь? Что тебе нужно от меня? Честно говоря, уже ничего. Это я сначала думала, что ты клевый, что ты крутой, что оказалось, ты
Ты такой зануда, как и все. Вот и хорошо. А ничего хорошего. Я вот, между прочим, спор проиграла. И из-за тебя. Мам, что происходит? Мы уезжаем. Прямо сейчас. Куда? У меня тренировка через 2 часа. Послушай, сын, это необходимо. Ну почему, мам? У меня тут только что-то начало получаться. Вон с пацанами подружился, и даже с Матвеем. А теперь опять куда-то ехать надо. Нет, все, я никуда не поеду, нет. Так, собирайся. У нас мало времени. И тебе что, вещь какая-то, чтобы таскать меня с места на место? Тебе надо, ты езжай! Кит. Никита! Никита! Никита, стой! Тетя, а где мама? В комнате ее нет. Не знаю, она за тобой побежала. Куда она могла деться? Так, ты присядь и не волнуйся, сейчас я ее наберу. Не отвечает. Я тете Кате позвоню. Алло, Кать! Инна в магазине? И что, с того времени не было? Да нет, я просто спрашиваю, спасибо. С ней точно что-то случилось. Так не волнуйся. Только 7 вечера. Ну, мало ли, там в гости заскочила к подруге или по делам пошла. Да нет у нее здесь подруг, кроме вас и тети Кати. Я хочу получить половину акций. Даже не мечтай. Подождите. Речь идет о совместно нажитом имуществе. Вот именно. Что? Кем это оно нажито? Тобой, что ли? Да ты даже не знаешь, как переложить бумаги с одной папки в другую. Ха! Нажила она. Я родила тебе дочь. Дочь я обеспечу, не сомневайся. Но ты от меня не получишь ни копейки. И не надейся на это. Ненавижу. Кристина. Подонок, сволочь! Что здесь происходит? Олег, господи! Олег, ты меня слышишь? Олег, что с ним? Мы бы сами хотели знать, мы зашли, но уже был в таком положении. Вы врете, я слышала, что вы ссорились. Господи, Олег! Скорее, скорую. Тихо! Не надо скорую. Дай сюда. Никакой скорой. Мы вызовем полицию. Потому что ты убила его. Вы что, с ума сошли? Нет. Очень даже реальная история получается. Ты убила своего любовника, потому что он решил порвать с тобой. А мы стали этому свидетелями, правильно? Тебе лучше во всем сознаться. Меньше дадут. Оклемалась? Вот и молодец.
ты хоть помнишь, что с тобой произошло? Да, я попала под машину. Попала. Ты свечку, как выйдешь, в церкви поставь, а то могла бы и не выжить. Не переведи, Господи. Пожалуйста, только дайте мне телефон, мне надо домой позвонить. А вот и мама твоя нашлась, слава богу. Мама, прости меня, пожалуйста. Сынок, привет. Ты только не волнуйся, со мной все в порядке. Я в больнице. Что случилось? Просто задела машину немножко. Ну ничего страшного. Утром уже выпишут. Пообещайте мне только, пожалуйста, что... Ни о чем не будете меня спрашивать, ладно? Хорошо. Хорошо. Никита, я сейчас позвоню Игорю Михайловичу. Прошу, чтобы он приехал к тебе и забрал тебя к себе. Будет лучше. Инна, я тебя поняла, не волнуйся, все сделаем. Отдыхай. Нет, нет, подождите. Мне надо сделать еще один звонок. Все, вот этот дом. Встань так, чтобы нас никто не заметил, а мы все видели. Да ты-то откуда взялся на нашу голову? Ты про кого? Про кого? Следят они. Он мужик какой-то притащился. Ну и как нам теперь эту бабу с пацаном достать? Как? Подождем. Мужик как пришел, так и уйдет. Я так ничего и не понял. Но если Инна попросила… Игорь, мы, конечно, и сами справились бы, но раз она так волнуется, ей виднее. Это все из-за меня. Мама боится, что я опять куда-то сбегу. Я уже никуда не сбегу, ну честное слово. Ну, ты молодец. Давай, боец, собирайся, пойдем ко мне. Послушайте, зачем тащить ребенка в ночь? Он на ходу засыпает. Оставайтесь лучше у нас. Места хватит. Пожалуй, правы, Тая. Спасибо. Никит, сейчас иди спать, а утром вместе пойдем к маме в больницу. Давай, давай. Угу. Спокойной ночи. Ну и что у вас тут произошло? Чего он сбегал? Да я не знаю. Они с сыном поссорились, кажется. У вас чай остыл? Давайте я свежий сделаю.
Какое варенье любите? Персиковое, малиновое или ореховое? А давайте ореховое. Всегда хотел его попробовать. Ну что, сейчас сходим к маме в больницу, проведаем ее и узнаем, когда ее выпишут. Ай-яй-яй. Ну что же вы тяжести такие носите? Подожди минутку, я Тае помогу, я сейчас вернусь. Поехали. Здравствуй, Никита. Здрасте. Это чего, один без мамы? А вы кто? Я знакомый твоей мамы. А почему я вас тогда не знала? Я цветы вожу в магазин, где мама работает. Понятно. А мама в больнице, она под машину попала. Да ты что? Беда-то какая? Эй, Соня, вставай, вставай. Привет, Верунь. Привет. Я не слышала, как ты вчера приехал. Скучила. Подлизываешься? Лисичка-сестричка. Чего бы это мне к тебе подлизываться? Ой, ты мне скажи, ты чего от обследования-то отказалась, а? Я ж тебе сказал, деньги будут. Я ни от чего не отказывалась. Ну как? Тебе Сомов вчера звонил и предлагал обследование в лучшей клинике, так? Лёш, ты что-то путаешь. Сомов мне не звонил. Ну, значит, кто-нибудь по его поручению. Ну, это у меня с позвоночником плохо, а с головой нормально. Я тебе повторяю, мне никто не звонил. Странно. А с телефоном у тебя что? Целый день тебе не мог дозвониться. Абонент не зоны доступа. Прости, я куда-то трубку дела. Может быть, Сомов просто мне не смог дозвониться, а ты как-то неправильно его понял? Может быть. А я из командировки сорвался. Ладно, сестренка, найдем мы твой телефон. Найдем. Пустите, чем от меня надо? Ну, заткнись, не брыкайся! Пусти, гад! Лоток убери. Виталий Леонидович, все в порядке, пацан у нас. Мамаша. Тут такое дело. Она в больнице. Что с ней? Малой сказал, под машину попала. Мы сейчас возле больницы. Узнаем про ее состояние. Послушай, Платон, мне плевать, в каком она состоянии. Она нужна мне здесь, понятно? Понятно, но... Никаких «но». Ты везешь ее сюда, точка. Понял, что все сделаем. Всем доброе утро.
Здравствуйте. Игорь, добрый день. Ну как у вас там дела? Как Никитка? Так он не у вас? Нет. А почему вы спрашиваете? Мы собирались к вам идти. Я только задержался, чтобы Тае помочь. А Никиту попросил подождать, но он так очевидно к вам рвался, что, видимо, он просто побежал вперед. Игорь, что значит побежал? Я же вас попросила, чтобы вы не оставляли его одного. Так я же не оставлял, я даже ночевал у вас. Так, вы главное не волнуйтесь. Он сейчас придет. Здравствуйте, Инна Николаевна. Здрасте. Вы кто? Господи, вы что с ним сделали? Ничего. Пока ничего. Просто дали понюхать немного хлороформа, чтобы не дергался. Так что он просто спит. Где он? У меня. Еще одно неправильное движение, и твоему сыну уже никто не поможет. Что вам надо от меня? Я сделаю все, что вы скажете, только не трогайте его. Просто будь послушной девочкой. Поедешь со мной и сама все узнаешь. Куда? Не зли меня. Я же сказал, скоро все узнаешь. И думай о сыне. Черт. Что-то случилось? Да ничего, сестренка. Как-нибудь потом расскажу. Вера, сахар кончился. Сахар в банке. Опа! Кажется, я нашел твой телефон. Только как он там оказался? Леш, я не знаю. Но я вот тогда точно не дотянулась. Вера, скажи мне, а кто-нибудь вчера приходил к нам домой? Ну, с утра забегала соседская Алена, как всегда, принесла продуктов, я просила. А днем парень от твоего Сомова приезжал. От Сомова? Да. Он сначала предупредил, что приедет, а потом пришел, принес фрукты, целый пакет. Этот парень на кухню заходил? Ну да, я же говорю, принес фрукты. Подожди, ты что думаешь, что это он мой телефон туда положил? Возможно. Вначале выключил, потом спрятал. Смотри, заряд полный. Ну зачем? Давай-ка разбираться. Сомов звонит мне и говорит, что ты отказываешься от обследования в клинике. Потом я целый день не могу до тебя дозвониться. Ты вне зоны доступа. Получается, Сомов хотел, чтобы я приехал сюда. Или, Вера, он хотел, чтобы я уехал оттуда. Леш, ты о чем? Я что-то ничего не понимаю. Кажется, Вера, я все начинаю понимать. Да, слушаю. Здравствуйте, Тая. Скажите, вы знаете, где Инна? Я уже второй день не могу до нее дозвониться. А зачем она вам? Чтобы опять ее обманывать? Послушайте, Тая, Инна неправильно все поняла. Эта девушка – падчерица моего шефа. Она приехала ко мне и устроила представление. А, так у вас еще и девушка есть. Тая, послушайте меня. Нет, это вы меня послушайте. Мы все про вас знаем.
Во-первых, вы не родственник Лемешкам, вы у них дом снимаете. А во-вторых, мы с Инной позвонили на номер, который был в объявлении, ну, о том, что разыскивается Корнеева Татьяна. И собственными ушами слышали ваш голос. Да, это был мой номер, но я не думал, что все так получится. А вы не оправдывайтесь, не поможет. Да, я вас раскусила. Вы частный детектив и приехали специально, чтобы следить за Инной. Потому что думаете, что она и есть та самая наследница Татьяна. Втерлись ей в доверие, все разузнали. Теперь, наверное, кругленькую сумму получите. Только после вашего обмана у нее все пошло наперекосяк. Она попала под машину и лежит в больнице. Как в больнице? Так что оставьте ее в покое. Что с ней? Тая, послушайте, Тая! Что стряслось? Послушай, сестренка, мне надо срочно уехать. Я тебя прошу, это очень важно. Когда я уеду, не открывай никому двери. Поняла? Пока я не вернусь. Договорились? Все, я побежал. Ну что, Инна с Никитой дома? Нет. Вы ж с Никитой вместе вышли? Так он меня не дождался, я решил, что он к маме побежал. Но в больнице ни его, ни Инны не оказалось. Может, они уехали? Без вещей и документов? А куда же они делись? Похоже, надо идти в полицию. Здравствуйте, девушка. Здравствуйте. Скажите, а где у вас лежит Инна Литвиненко? Ее вчера машина сбила. Так она уже ушла. Утром еще. Как ушла? Куда? А мы ее не выписывали, она ушла самовольно. За ней мужчина какой-то приехал. Какой мужчина? Как выглядел? Ну, высокий такой, почти лысый. Черное пальто. Борода рыжая. Платон, ну конечно. Больше я не Сомов помню. его прислал. Черт, что же у вас за больница такая? Больной уходит, никто ничего не знает. Но у нас не тюрьма. Захотел человек уйти, ушел. Не привязывать же его. Леха, Кочетов. Привет, Вадим Андреевич. У меня к тебе дело срочное. Помощь твоя нужна. Слушаю тебя. Ты помнишь дело банкира Петровского? Да, конечно. Такие досадные висяки не забываются. А что это ты вдруг убийством Петровского заинтересовался? Да, похоже, раскрыл я этот висяк, Вадим Андреевич. Выплыла красотка. Да. Только она ни в чем не виновата. Ее подставили. Все это время она вынуждена была жить под чужим именем и скрываться. Может, ты знаешь, кто за этим стоит? Я догадываюсь. И теперь эти люди хотят избавиться от Татьяны и ее сына, наследника Петровского. Что вам нужно? Тише, тише там. Идем. Никита, сынок, вы куда его потащили? Не ори! Повторяю еще раз. Если сделаешь все так, как скажут, ничего с твоим пацаном не случится. Как же он похож на Петровского. А долго он будет спать? Час-полчаса, не знаю.
что, если Татьяна не подпишет документ? Подпишет. Пару дней посидит, без отпуска своего подпишет. Где мой сын? Села. В доме. Ты изменилась. Как была дешевкой, так и осталась. Зачем нас сюда притащили? Сейчас придет Сома, все объяснит. Но я просто зашла посмотреть на женщину, которая 10 лет назад разбила мою семью. Украла мужа. Ну что ж ты врешь? Ты сама его предала. Я уверена, что это ты его убила. Да плевать я хотела на твою уверенность. Главное, что полиция в убийстве подозревает тебя. Там явно обрадуется, что ты наконец-то объявилась. Ну так сдайте вы меня этой полиции! Сдайте! Причем здесь мой сын! Он ни в чем не виноват, ты слышишь? Из-за твоего мальчишки моя дочь лишилась половины положенного ей наследства. Петровский завещал твоему, этому, половину своего имущества. И не притворяйся, что ты об этом не знала. Да я понятия не имела, что в этом объявлении есть хоть доля правды. Зачем надо было похищать моего сына, устраивать весь этот цирк? Я не понимаю! Зачем же так кричать? Все очень просто. Для того, чтобы вы, как опекун своего несовершеннолетнего сына, отказались от части наследства. Да, документ я уже подготовил. Подпишите, заберите сына и исчезните без каких-либо претензий. Вы могли бы просто приехать и поговорить со мной, я бы и так все это подписала. Зачем вот это все? Ты просто так отказалась бы от нескольких десятков миллионов долларов? Зачем же ты тогда залезла в постель Петровскому? Я его любила, а ты этого не поймешь никогда. Ну ладно, хватит, хватит. Я очень прошу, подпиши. И езжай на все 4 стороны. Я подпишу это только после того, как мой сын окажется со мной рядом, здесь, сейчас. Хорошо. Платон, приведи мальчишку. Никит! Никит, это ты? Ты как здесь оказался? Меня похитили какие-то дядьки и заперли, но я вырвался. Какие дядьки? Где мама? Твою дивизию. Гаденыш мелкий. Мне ж теперь башку оторвут. Ты уверен, мама точно у них?
Дядька с теткой сказали, что мама у них. Ну что нам теперь делать, дядь? Не переживай, парень. Спасем мы твою маму. Да. Здравствуй, Вадим Андреевич. Это снова я. Думал, ты уже сегодня не позвонишь. Ну, рассказывай, что новенького. Вадим Андреевич, у меня здесь сын Татьяны Корнеевой. Их с мамой похитили. Люди Сомова. Помнишь, 10 лет назад он был адвокатом жены Петровского? Да, он фигурировал в деле как свидетель. Ну, каким он тут боком? Смотри, сейчас он муж Кристины Петровской. Парень сбежал, а Татьяна находится у него в доме. А пацан ничего не насочинял? Нет, Вадим Андреевич, я в нем уверен. Надо спасать девушку. Так, сколько людей может быть в доме, не знаешь? Я думаю, сам Сомов, начальник его охраны, Платон, двое его подручных. Возможно, всего 5-6 человек. Диктуй адрес, я выезжаю. Это Лесная, 11. Тот самый дом Петровского. И еще, Вадим Андреевич. Пожалуйста, организуйте какую-нибудь машину для парня. Его надо перевести в безопасное место. Хорошо. Встречаемся по адресу. Значит, бери пацанов и найдите его. Конечно, там следы под окном. Ну так какого черта ты до сих пор здесь? Давай. Где ты набрал этих бездарей? 3 здоровенных губа упустили одного ребенка. Но кто мог подумать, что этот гаденыш проснется раньше времени, сбежит? А надо было думать. Как можно было оставить мальчишку без присмотра? Ты должен был все предусмотреть. Тем более, ты же больше всех в этом заинтересован. Вот спасибо. Самое время напомнить, что я завишу от этих денег. Ну, прости. Это все нервы. Просто вдруг уже мальчишка успел добраться до полиции и все рассказать. Ну, это вряд ли. Он не знает ни нас, ни адреса. Да, наверное, ты прав. А вот Татьяну нужно перепрятать. Я отвезу ее на старую дачу. Что случилось? Все хорошо. А где мой сын? Сейчас придет. Что случилось? Я же чувствую, что что-то случилось. Ты объясните мне, что происходит. Где мой сын? Все хорошо. Леша! Машинку убери, Леш. Я же знаю, ты здесь. Это не твоя игра, Леша. А я тебе денег дам. Тебе ж сестру лечить, Леш. Леша! Леша! Здесь я, Виталий Леонидович. Жива? Жива, Вадим Андреевич, помоги. Сомов там в отключке. Ребят, пакуем.
Она показания дать сможет? Сможет. Только сейчас они ее уцепили. Хочу увезти ее куда-нибудь подальше. Ладно, увози. Будем на связи. Смотри только, чтобы опять не испарилась. Хорошо. Где ваша жена? В доме. Ребят. Гражданин Сомов, вы задержаны по подозрению в похищении 2 человек. Что за бред? Я адвокат, я пострадавший, я. Тем более вы должны понимать, что показания Татьяны Корнеевой и ее сына о том, что вы насильно их удерживали, является достаточным основанием для вашего задержания. Я не хотел. Это она все, это не я. Слава богу, ты здесь. Ма, я вчера ждал. Ну, наверное, уснул. И проснулся, а тебя уже спасли. Я что-нибудь придумаю. Мы найдем способ отсюда выбраться, слышишь? Ма, а зачем нам отсюда выбираться? Мы в доме у дяди Лёши. И он сказал, что всех этих гадов, ну, преступников, их арестовали. Очень хорошо. Нам надо очень быстро отсюда уходить. Ма, ты чего? Дядя Лёша нас спас, и меня, и тебя. Послушай, все не так просто. Пожалуйста, очень быстро одевайся, я сейчас. Хорошо? Нет, Верунь. Сынно я повел себя подло. Ну ты ведь ничего не знал. Тебя просто использовали. Ну что значит не знал? Я же понимал, что я ей вру. Я знаю, что она не простит меня. И я не могу ее за это осуждать. Если любит, прощаю. Иди сюда. Вот именно, если. И потом ты просто ее не знаешь. Мы куда? Ей столько пришлось пережить, она никому не верила. Ее столько раз предавали. Пойдем к старому моему другу. Только тихо. А тут я почувствовал, что она начала оттаивать. Но получилось, что я ей тоже врал. С ней нельзя было так, понимаешь? Она особенная. Именно поэтому я уверена, что рано или поздно она тебя простит. Юрий Петрович? Слушаю вас. Здравствуйте, следователь Афанасьев беспокоит. Помните такого? Да как не помнить? Чем обязан? Нам нужны ваши показания в связи с вновь открывшимися обстоятельствами в деле убийства Олега Петровского. Не прошло 10 лет. Ну и что это за обстоятельства? Нами задержаны Виталий Сомов и Кристина Петровская. Им предъявлены обвинения в связи с похищением Татьяны Корнеевой и ее сына. А где сейчас Таня, ребенок? Они в безопасном месте, с ними все в порядке. Слава богу. Ну и что они хотели от Тани? Пытались заставить отказаться от наследства. Понятно. Похищение, вымогательство. Получат по полной. Кстати, Сомов пошел на сотрудничество и признался, что это Кристина Петровская убила своего мужа в больнице. Я так и предполагал. Только у меня не было доказательств. К тому же вы сказали, что у Кристины алиби. Как теперь стало известно, сфабрикованное Сомовым, он же подкупил свидетеля. Ну так что, когда вас ждать? Буду сегодня у вас после обеда.
Юрий Петрович, здравствуйте. Вы меня не узнаете? Боже мой. Таня? Танечка. Танюш. Ну, это у нас кто? Это Никита, наш с Олегом сын. Понятно, похож. Ну, заходите, раздевайтесь. Давай, чего стесняешься? Давай, снимай. Надо же. А мне вот только сейчас в этому делу позвонили с полиции. Давай, 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 давай. Ну-с, молодой человек, проходите на второй этаж. Мой кабинет. Книги, компьютер в полном вашем распоряжении. А нам с вашей мамой нужно поговорить. Вы не переживайте. Я решила сама пойти в полицию. Я больше не могу. Не могу жить под чужим именем. Я хочу себе вернуть себя. Хочу наконец-то рассказать сыну всю правду об его отце. Пойдем. Танюша, тебя больше никто ни в чем не обвиняет. И тебе ничего не угрожает. Сомов с Кристиной арестованы. Правда? Более того, Сомов признался, что это Кристина убила Олега в больнице. Успокойся. Успокойся, девочка. Вы теперь с сыном очень богатые люди. Вам принадлежит половина состояния Олега. Вторую половину он завещал Алисе. Алиса знает, что ее мать арестовали? Нет, пока не знает. Она сейчас в Венеции сегодня прилетит, но я за нее не волнуюсь. Эта девочка при всей своей взбалмошности крепкий орешек, вся в своего отца. Так что, думаю, она справится с ситуацией. В конце концов, я рядом, всегда помогу. Гораздо важнее нам восстановить законные права твоей и твоего сына. Документы у тебя с собой? Нет, они в другом городе, в доме, где мы с Никитой жили. Езжай туда, привози документы, я немедленно займусь этим делом. Юрий Петрович, а что мне будет? Я же столько лет по чужому паспорту жила. Ну что? Заплатишь штраф. Немалый. Но это мы потом обсудим. Спасибо вам большое. Алло? Алло, Тая, здравствуй. Это Инна. Ин, ну слава богу. Мы так переживали. Игорь Михайлович вчера заявление в полицию написала. А Никита, он... Да, все в порядке, он со мной. Попроси, пожалуйста, Игоря, чтобы он забрал заявление. Мы прямо сейчас к вам выезжаем. Ну, очень хорошо. Я пирог тогда буду печь. Жду. Спасибо, хорошо. Ну вот, всех успокоили. Кроме дяди Лёши. Ты не переживай, ему позвонят, скажут, что все в порядке. И поблагодарят. Но все равно это нечестно. Ну, так бывает у взрослых. Все очень сложно. Ага. Ты еще скажи, вот подрастешь, и тебе все объясню. Да знаешь, что бы я сделал, если бы я все раньше знал? Ну что? Да я... Давай так. С этого момента все главные решения принимаешь ты. Угу. Тогда давай позвоним дяде Лёше. Поехали, а?
Игорь Михайлович, здравствуйте, проходите. Добрый вечер. Вы проходите. Инна утром с вокзала позвонила, сказала, что они с Никитой едут в Павловск. Вот, я вас набирала, вы не отвечали. У меня сегодня весь день тренировки, потом родительское собрание. Я звук на телефоне отключил. А потом смотрю, вы звонили. Вот решил сам прийти. Не прогоните? Да ну что вы. Я рада, что вы пришли. Очень. Ой. Привет! Привет! А я пирог испекла. Проходите. Проходите. Добрый вечер, Игорь. Здрасте, Игорь Михайлович. Ну вы даете. Мы с Таей чуть весь городок на уши не поставили. Угу. Нас какие-то бандиты украли, а дядя Леша нас спас. Алексей вас спас, это правда? Да. Я потом расскажу. Лёша, ну сколько это будет продолжаться? Я не узнаю тебя, братишка. А еще меня учишь. Нельзя сдаваться, надо бороться. Да. Да, хорошо, спасибо. Еду. Что случилось? Лёш, ты куда? Я позвоню, сестра. Давай помогу. Да ладно. Давай, давай. Вот все. Я к вам так привыкла. Вы мне уже как родные. Что я буду тут одна делать? Папа нам большую квартиру свою оставил. Да? Да. Вы будете приезжать к нам и жить сколько захотите. Спасибо. Катька расстроится, что с тобой не повидалась. Она ж только завтра возвращается. Куда она уехала? К очередному жениху? Берешь. С новым директором теплицы договор заключать о поставке цветов. Молодец. И тетя Катя пусть тоже приезжает. Всем мест хватит. Спасибо тебе. Ин, ты на меня не сердишься? Да ты что? Если бы ты тогда мой паспорт не нашла, все было бы по-другому. Так что спасибо тебе. А Алексей какой молодец. Никогда Никита в февралях рассказывал, мне чуть сердце не выскочило. Я думала, такой только в романах бывает. Ты с ним не говорила? Нет. Никитка прав, ты приезжай к нам, когда захочешь. Я буду так рада. Уже собрались? Да. Хорошо, я как раз тренировку отменил. Провожу вас на автостанцию. Ой, огромное спасибо вам, Игорь. Спасибо. Но тренировку вы зря отменили. Это еще почему? Ну, это потому, что Инну будет кому провести, не только до автостанции. Вы сегодня обедали? Да нет, еще не успел. А давайте, когда их проводим, я вас супом своим накормлю. А давайте. Пойдемте? Спасибо тебе. Мам, дядя Леша приехал. Ну, привет. Привет, привет, привет. Как здорово, что вы приехали. Ну, как ты? Отлично. А можно я в машину сяду за руль? Ну, конечно, веди, только ничего не нажимай, хорошо? Привет. Простишь меня?
Не знаю. Как ты узнал, что мы здесь? Да вот Тая опять позвонила. Опять. Я клянусь, я все тебе расскажу. И сделаю все, чтобы вас с Никиткой никто никогда не обидел. Слышишь меня? Да сколько можно вас уже ждать? Поехали быстрее.